Barchagызга xayrli kun dostlar, matularim. Мен Татарстан буенча саяхатымны дәвам итәм. Бүген без Кайбыш районында. Мен сезне Артем белән таныштырам. Артем карлыганнар утырта. Видеоны карап торыгыз, лайклар куярга оялмагыз, комментарий языгыз. Бары тик сезнең өчен тырышабыз. Бик зур рәхмәт. Киттек. Сандугачылар таллыкта сайрыйлар безгә карап. Бар сандугачлар шикелле бездә җырлыйбыз паралап. Бар сандугачлар шикелле бездә җырлыйбыз паралап. Кара әле күземә, мин дә карыйм күзеңә. Анда сый бар икәнен син аңларсың үзеңдә. Кара әле күземә, мин дә карыйм күзеңә. Анда сый бар икәнен син аңларсың үзеңдә. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам сейчас несколько вопросов задам. Почему именно в Кайбицком районе вы решили посадить 20 гектаров смородины? Ну, так получилось. Сначала я покупал домик здесь на даче, в виде дачи. Мне здесь понравилось. Потом дом снес, построил нормальный дом, построил теплицу. Вот. И у меня всегда была мечта посадить смородину. Ну, сколько будет. Потому что я занимаюсь ягодой вообще, в общем. И пошел в главе, попросил землю дали и начал сажать. Занимаюсь замороженными ягодами, скупаю у всех крестьянских фермерских хозяйств, кто-то сам выращивает. Даже здесь в Кайбицах мне привозят с Кайбица, привозят там малину, допустим, то же самое смородину. Я ее замораживаю, перерабатываю и продаю. Было желание, потому что почему я должен у кого-то перекупать, да, бывают такие моменты, что перекупать через 2-3 руки. И выходит это очень дорого. И всегда мечтал. И как пошел, дали землю и все, загорелся сразу. Вот по поводу земли, очень красивое место, да? Вы, получается, специально приехали, смотрели несколько вариантов, да, и я выбирал землю. Эта земля была колхозная, но пошел к главе, глава пошел навстречу, Альберт Ишгизарович, и дал мне эту землю. И вы еще в нашем разговоре говорили то, что обязательно место должно быть тоже, ну, как бы, да, так скажем, непростое. Место должно быть защищенное, это лесной полосой обязательно, потому что смородина не любит ветер. Я был на полях, на таких, где посажено без полос, смородина урожай очень плохой. И искал специально, где есть рядом речка, чтобы, опять же, не делать централизованную воду, а полив брать с речки. Ну, это намного влияет. Вы, получается, год занимаетесь. Да. Откуда вы взяли саженцы? Саженцы мы закупили в Мичуринске, Тамбовской области, у специализированного, как бы сказать, питомника. Именно те сорта, которые подходят для нашего климата, для нашей полосы. И брал те сорта, не которые под ручной сбор собираются, а именно под комбайн. Мы будем собирать эту смородину по комбайну. Ну, все так сейчас собирают. Через сколько лет уже будет приносить, так скажем, прибыль, и вы уже сможете вздохнуть и думать о дальнейшем расширении? Ну, на третий год, получается, она начинает давать урожай. Я думаю, что, как я вижу у других, что на третий год уже начинается она отдавать себя. Вот. Но по поводу расширения я прошу, опять же, пошел в главе, прошу землю. У меня сейчас есть уже закупленные саженцы под сад черноплодной рябины. Это где-то на 7 гектаров, на 10 гектаров малины и 3 гектара клубники. Отлично. Это тоже тут же? Да, это все будет тут же, но пока с землей не получается, чуть-чуть мы ждем. Вот мы сейчас наблюдаем процесс закладки смородины. Тоже вот об этом процессе расскажите. Процесс-то, как вам объяснить лучше, не тяжелый по сути, но очень долгий. Посадка идет быстро, это
Самое главное разбросить удобрения, потому что удобрения мы разбрасываем вручную, чтобы не затрачиваться, потому что удобрение стало очень дорогим, и я посчитал так, что лучше раскидать его вручную под каждый корень, чем кормить траву. Вот. Потом мы ее окучиваем и обрезка. Ну, у нас уходит вот час заложили, если 10 гектаров, то получилось 1,5 недели. Ну, субсидирование мы пойдем. Надеюсь, что нас субсидируют, как мы все сделали правильно, так же, как закупили, так же посадили, и думаю, что все помогут. Но землю мы выбирали специально, чтобы возле речки была, и полив обязательно поставим. Без полива сейчас на данном этапе ничего не растет. И также давать удобрения через полив и все. Но где я бываю, я у многих, так же как закупаю ягоды, я бываю у всех практически в их садах и вижу, знаю, учу их ошибки, как, что, где. И многие мне помогают, там, друзья, которые тоже смородиной занимаются, они мне все подсказывают. Тут не надо этого делать, тут надо сделать так. Тут даже подсказали, допустим, посадить белый клевер в междурядье, потому что он задерживает влагу, держит влагу. И, допустим, например, также у них в садах, где я смотрел, где есть белый клевер, и где ягоды нет белого клевера. Где нет белого клевера, просто там они пахали. Ягода намного мельче и хуже. Сейчас несколько человек, сотрудников работают. Как так скажем, с рабочей силой? С рабочей силой здесь, именно в этом районе, стало очень тяжело. Рабочей силы нет вообще. Если она даже и была, многие ушли работать на дорогу М12, которая строит, действительно. Даже наша зарплата, что мы здесь предлагаем 1500 рублей в день, и плюс питание, никто не приходит. И из-за этого рабочей силы я привожу с Казани. Вот. По поводу прополки, что рабочей силы, я буду больше ставить, больше буду идти на то, чтобы закупить технику, ту, которая обрабатывает междурядье, междусамородную, не пожалеет денег, потому что на рабочих выходит намного дороже, я уже все посчитал. По поводу удобрения, чтобы раскидать его трактором, получается, на 20 гектаров выходило 5 тонн, нет, 6 тонн мне посчитали, тонна выходила 40 000 рублей. Вот, посчитайте, это 320 000. Если мы раскидываем его вручную, у нас уходит 3 тонны, это 120 000. Ну, пускай даже я 30 000 отдам рабочим раскидать его под каждый корень, получается 150. Весь расход 170 000. Мы же делаем это все за свой счет, так что пока имею в виду. Так что с деньгами тяжело, и мы стараемся экономить. Я считаю, что удобрение, мы же кидаем его под каждый корень. Смысл-то раскидывать его междурядье, кормить траву. Траву нет смысла кормить. Да, придет весна, мы уже, конечно, по последнему снегу мы раскидаем удобрение, конечно, уже трактором, уже все, а там азот или что-то, какое скажет удобрение. Вот, мы его будем раскидывать трактором. Но сейчас, пока есть погода, все позволяет, мы его вручную. Прежде чем заняться, нужно поездить по садам, пообщаться с теми людьми, которые это прошли. Вот как я это сделал, я прошел, вот агроном как раз приехал, я ему, наверное, каждый день звонил, каждый день я все спрашиваю, и также всем там в другое место звоню, и все расспрашиваю, и, ну, учусь, стараюсь учиться, и росли, Саша. Мы сейчас открываем новую оптовую базу по ягоде, дикоросную, у нас ЭКАС фирма, получается, на Дорадском, на оптовом рынке, новый павильон построили. Сейчас, что у нас есть в продукции, что я морозил летом, часть я продаю на Москву, и часть я оставляю на Казань. У нас все это в наличии будет, помимо этого мы занимаемся овощами, мороженым, замороженным, это брокколи, цветная капуста, также все смеси, все у нас будет на Дорадском павильоне 110. 110. А если кто-то занимается там
смородиной, малиной, и нету, допустим, у них сбыта, то мы берем. Мы принимаем свежие. Нам многие возят, наверное, человек 15. Кто-то возит смородину, кто-то малину, кто-то вишню. Потому что мы все замораживаем, все перерабатываем. Номер ваш можно будет указать, если что. Все, отлично. Также мы, ну, все ягоды я закупаю. Все. У нас своя база, правда, она находится в Казани. Но сейчас эту базу я хочу построить здесь. Я сейчас делаю проект на 28 миллионов, который хочу тоже пройти на субсидирование. Это также будет заморозочный цех, хранилище и все остальное. То есть тут рядом уже будет. Да, я хочу здесь, потому что очень много стало крестьянских фермерских хозяйств, которые занимаются, которые куда-то отправляют. Зачем отправлять, если мы здесь рядом? Также закупать, тем более у нас будет свое. Свое это тоже большой сбыт. Вот допустим, у Батревского питомника у них 80 гектар смородины, забираю всю смородину я. Там в Рыбинце, в Баде ребята, брал я у них там, в Буинске брал я. Ну и ягоды есть, и надо производить. И зачем мы должны брать китайский товар, если есть все наше? Отлично. Спасибо большое, Артем. Пожелаем вам удачи. Обязательно с вами еще раз встретимся. Жду фотографии, как это будет выглядеть. Спасибо большое за интервью. Бигзур рахмет. Артем, рахмет. Спасибо. Артемға ішінде оңшылар тілейбіз. Алла берса 2 елдан соң тағыншылар қонаққа келіп, зур қорлыған плантациясын көргесін. Әмин кеттім келесі саяхатыма. Екінші шығарылыш Тәтіш районынан болашақ. Қорап бітіргеніңіз үшін бик зур рахмет. Исән сау болыңыз. Келесі ұшырашуларға қадар.